Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Находимся в учебном заведении, в таком, как Высшая школа музыки Республики Саха-Якутия. И я рада познакомить вас, собственно, с ее студентом. Это Ефрем Федосеенко, студент 4-го курса, да? Ефрем, да. Здравствуй. Здравствуйте. Приятно познакомиться. И сегодня мы вот стоим около такого необычного инструмента, который, наверное, не все знают, я бы сказала, да. Но, возможно, многие вспомнят свое детство. Называется он вибрафон, потому что в детстве были такие игрушки, по-моему, да, у кого-то в советское время. Металлофоны были. Да, ну похожие, да? Да, да, по принципу. Ефрем, расскажи о себе немножко. Почему ты решил связать свою жизнь, да, с музыкой, и на каком отделении ты учишься? Ну, как сказали, меня уже зовут Федосеенко Ефрем. Я учусь здесь на 4-м курсе в Высшей школе музыки. Параллельно я работаю в Государственном театре оперы и балета. Уже работаешь? Да, работаю. И занимаюсь также преподавательской деятельностью. Еще в музыку я пришел почти 9 лет назад. Решил поступить в Якутское музыкальное училище наше на ударные инструменты, потому что мне всегда нравились ударные инструменты, их ритмы, их драйвовые партии. Ну вот, когда пришел, увидел разнообразие инструментов, там есть вибрафоны, ксилофоны, мне сразу понравились их звучание, то, как на них нужно играть. Вот, в процессе обучения в училище я пошел работать в театр, пригласили меня, и по окончании я поступил в Высшую школу музыки. И также начал вести преподавательскую деятельность ДШИ №1. Вот, ну и, собственно, сейчас я здесь, играю на этих инструментах, обучаюсь дальше. Сотрудничаю с разными оркестрами, у нас тут с Народным оркестром Магики, с филармонией, и веду дальше преподавательскую деятельность. Ну вообще вибрафон, насколько это, какую историю вообще вот этот инструмент ведет, насколько он древний, может быть? Вообще вибрафон — это один из самых молодых ударных инструментов. Даже наоборот. Да, наоборот, это самый один из самых молодых ударных инструментов. И немножко давайте расскажу о ударных, наверное, инструментах в целом, потому что вот многие спрашивают, чем я занимаюсь, там, да, я говорю, ударные инструменты, и все сразу, барабаны. И все думают, что я играю на барабанах только. Но академический ударник, он должен играть на многих ударных инструментах. Основные из них это вот вибрафон, как раз таки, есть группа мелодических инструментов. Вибрафон, ксилофон, маримба, литавры, колокольчики. Есть шумовые инструменты, такие как вот ударная установка, все знают, малый барабан, ну и много-много, большое разнообразие разных перкуссионных других инструментов. И вот на всем этом должен играть академический ударник. То есть, а сегодня мы будем рассматривать только один инструмент — вибрафон. И вот, как я сказал, уже он один из самых молодых. Вот ему буквально недавно исполнилось 100 лет, был юбилей. Он появился в начале 20 века в США, когда был научный бум, изобретали все новое. И вот решили попробовать сделать ксилофон с металлическими клавишами, за счет чего очень сильно увеличилась продолжительность звука. А до этого были не металлические? Были не металлические, были деревянные. Делали из дерева клавиши, соответственно, звук у них был короткий. По ним ударяли, и звук был короткий. Сделали из металла, и звук стал очень продолжительный. Ну, как и многие инструменты, да, скорее всего? Да. Вот. Ну и потом начали его модернизировать, потому что когда играешь сразу несколько нот, они все гудят, это создает кашу. Добавили демпферную педаль, как у фортепиано. Так. Можно показать, да, пример? Вот. Педаль нажимается, у нас металл долго звучит. А без педали? А без педали, вот педаль мы заглушим, и короткий звук получается. Так. Вот. Потом позже добавили к вибрафону моторчик с лопастями внутри резонаторов, да, вот у нас снизу трубки резонаторы, который моторчик эти лопасти раскручивает, за счет чего получается у нас вибрирующий звук. Вот. На этом вибрафоне тоже имеется моторчик, но он у нас не подключен к электричеству, но мы можем механически эти лопасти покрутить и показать, какой будет звук. Благодаря, собственно, этой функции вибрафон и получил свое название — вибрафон. Так, вот это, собственно, клавиши. Да, это клавиши. Получается, вибрафон, у него такая же раскладка, вот нот идет как у фортепиано.
Также, если кто знает, да, здесь натуральные, там вот здесь бемоли, диезы сверху, черные, белые. То есть, если человек умеет играть на фортепиано, ему, в принципе, не составит труда тоже сыграть здесь, понять, да? да, понять, как устроено, как минимум. Сыграть, может, уже там нужно бы все равно научиться отдельно. Ну, я видела, вот когда вы его заносили, да, вот эти вот клавиши вставляли, то есть они съемные как-то? Да, то вибрафон он разбирается целиком, его можно как бы, там, чуть ли не до каждой запчасти разобрать, потому что ну, часто с этими инструментами гастролируют. Вот, и вообще этот инструмент изначально прославился как эстрадно-джазовый инструмент, как раз вот в Европе, в Соединенных Штатах. И играли именно на нем джаз, эстрадную музыку, разные джаз-бенды. Вот. Но позже он, конечно, и перекочевал и в симфоническую музыку. Композиторы стали уже проявлять к нему интерес и писать его и в симфониях, в балетах, в операх добавлять. И сейчас вибрафон, он уже присутствует ну, практически во всех жанрах музыки, вот, и во всех стилях, в разных составах, в оркестрах, в ансамблях, так же, как сольный инструмент. Но по весу он тяжелый, да, я так понимаю? Ну, вообще существуют разные тоже вибрафоны. Вот конкретно это вот стандартная модель, который сейчас в основном используют, трехоктавный, у него диапазон 3 октавы. И он не сильно тяжелый. Ну, это тоже как бы относительно. Он тяжелый, потому что клавиши металлические, но есть еще тяжелее. Есть четырехоктавные инструменты. Вот у нас в городе филармония есть такой инструмент, он очень тяжелый. Поэтому этот еще такой, не сильно тяжелый. А вообще много у нас музыкантов, которые играют на вибрафоне? Так, ну, у нас на вибрафоне кто играет? Ну, профессиональных не больше 15. Так. В Якутске. У нас все вот ударники, которые есть в городе, они все учились здесь. Ну и, в принципе, все владеют этим инструментом. Но, тем не менее, их не так много. Вот. Но я вижу тут 4 палочки. Да, Это вот. обязательно? Это не обязательно. Вообще на вибрафоне играют от 2 палочек, то есть можно взять одну в правую руку, другую в левую, до 6 палочек. То есть можно взять 3 палочки в одну руку и 3 палочки в другую. Но по-классически играют именно 4 палочками. 2 в правой, 2 в левой. Играют классически. А так можно абсолютно как бы разный набор палочек использовать. Ну, до 6. Больше 6 я не встречал, чтобы кто-то играл. Ну, может, вы нам продемонстрируете, да? Да. Игру на 4 палочках. Давайте еще немножко про приемы вот расскажу, раз палочки мы затронули, потому что палочки, во-первых, бывают разные палочки. Они бывают с более мягкой обмоткой, с более твердой обмоткой. Бывает. Это вот как нитка, да? Да, ниткой обматывается там шарик. И говорю, бывает более мягкая, более твердая. Все это влияет на звук. Бывают более тяжелые, более легкие палочки. Это тоже все влияет на звучание инструмента, за счет чего можно добиваться разных красок. Также существуют у нас на вибрафоне разные приемы. Ну, как я уже показал, это можно на заглушенном играть в вибрафоне, можно сыграть с педалью. Как красиво. Можно это комбинировать. Можно играть с открытой педалью, но приглушая палочкой, как бы, чтобы тоже уменьшить звучание. Да? И вот здесь можно вот это комбинировать. Вот. Также можно играть самим держаком палочки, тоже популярно, тоже более современный прием. И сейчас популярно играть смычком от скрипки, тоже по вибрафону. Очень интересный звук получается. Да, но сейчас у нас смычка нету, я, к сожалению, не смогу показать. А на пальцах можно играть? Ну, я думаю, можно. Вообще, как бы ударные инструменты — это очень такая интересная вещь, что можно, ну, приемы игры ограничиваются нашим воображением. Можно и пальцами поиграть, но я думаю, это будет слишком тихо. В принципе, да. Уже приглушенно немножко. Поэтому, а так, что только не придумывают в ударной музыке, все зависит, говорю, от воображения композитора. А вот еще раз, да, немножко про палочки. Вот получается, обматывается ниткой, но внутри там тоже. Внутри, да, твердый шарик, пластиковый бывает, ну, в основном это А почему именно шарик. ниткой? Ну, ниткой это удобно обмотать его. И характерный звук тоже. Нитка бывает разная. Допустим, для маримбы палочки обшивают в основном шерстяной ниткой. А для вибрафона в основном это какая-то синтетика. Идет там какие-то смеси тоже разные нитей. Ну и вот как принято так, что вот обшивают ниткой. Именно вибрафоновые или маримбовые палки.
А так, вот вы сказали, да, инструмент этот уже в оркестре у нас имеется, да? Да, он есть и в театре Ага. оперы и балета, есть в филармонии вибрафон. Ну, у нас в музыкальном училище есть, это тоже как бы обучают. И, ну, у нас, да, вот если, может, вы хотели спросить, да, где используется вибрафон, в каких, вот если вы хотите послушать, можете сходить в театр оперы и балета на такие балеты, как «Тысяча одна ночь», там Так. есть соло вибрафона, и балет «Кармен Сюита» Щедрина. Вот, там тоже очень много соло вибрафона, и, в принципе, там много ударных инструментов. Рекомендую. Ага, ага. То есть не во всех, да, Нет, не во всех, нет, не во всех, конечно, инструмент? потому что, ну, самый молодой инструмент. Да, у нас много музыки, которая еще очень, там, много веков назад была написана, которую мы исполняем. Вот. А этот инструмент, вот говорю, буквально ему 100 лет исполнилось, поэтому, но тем не менее мы уже активно используется во всех жанрах. Так, хорошо. Давайте попробуем что-то, да? Насколько это просто легко, вот человек, который не владеет музыкальным каким-то образованием, да, насколько сложно ему будет сыграть? Ну, для начала нам нужно научиться, да, правильно палочки Держать. да. Ну и, Так. конечно, это не начинается сразу с 4. Ага, с Сначала 2. это будет с 2. Да. Давайте я 2 пока уберу. Вот. Ну и возьмем палочки вот у нас 2 пальцами, и эти кладем на них тоже. Так, сразу, да? Вот Да. так, да? Давайте я буду себе, наверное, показывать. Так, ну и разворачиваем стороной кистями наверх. Вот, собственно, все, палочки мы держать научились. Дальше нам нужно научиться, да, наносить удар. Так. Можно. Давайте попробуем сыграть, вот, не знаете, не знаете, гамма, да, у нас есть такое понятие, как от одной нотки до другой, вот, можем сориентироваться, вот эта нотка до называется, это тоже нота до. Вот вы сыграете отсюда до сюда, я сейчас просто Отсюда? покажу. Да, по порядку, с левой руки, Вот отсюда, да, вот сказали? отсюда, вот с этой нотки, Вот с этой. да. Ну да, неплохо. Можно, конечно, Не лучше. смейся. Вот. Причем на Так, ударных, можно лучше это как? на ударных, вот сейчас я, да, расскажу. На ударных инструментах вообще вот важно, чтобы инструмент звучал, да, сама клавиша прозвучала. Вовремя палочку с клавиши убрать. То есть воспроизвести так называемый отскок. Например, когда играешь на барабанах, этот отскок всегда присутствует, потому что там мембрана, которая отталкивает палочку. То есть этот отскок происходит автоматически. На таких инструментах, да, как ксилофон, маримба, этого отскока не происходит. Так. Поэтому нужно самому убрать палочку после удара с клавиши. Не прижать, да, вот как я говорил, есть прием прижатия. У вас основной прием, это вот нужно будет убрать. Так. Отсюда. Вот, до. Вот отсюда. Так? Да, уже лучше. Уже Уже лучше, да. получше. Вот. Ну и дальше у нас на вибрафоне есть педаль. Да, Ага. нам нужно научиться пользоваться педалью. Давайте попробуем сначала целиком, также вот сыграть гамму, да, просто с педалью, опустить ее и сыграть. И потом заглушить. Так, нажимаю, да? Так, я опять потеряла, где до. Вот она. Вот можете ориентироваться вот эти 2 нотки, да, сверху, и вот перед ними. Так, нажимаю педаль. Да, и потом заглушить. Ага. Все. То есть, когда продолжаешь держать, она как бы тянется еще, да? Ну, потому что металл, он звук длинный. Так. Дальше. Выучили ноты. Да, теперь нам нужно попробовать научиться сменять педаль. То есть ее опускать, заново подглушивать и опять. Попробуем, давайте по 4 ноты. Вот у нас есть 1, 2, 3, 4, и еще 1, 2, 3, 4. По 4 ноты. То есть в момент вот перехода с этой нотки, да, вы можете даже здесь, наверное, сыграть сразу, чтобы вам было удобнее, поменять вот на эту педаль. Так, не совсем поняла. А сначала мы опускаем педаль, играем 4 ноты, 4. педаль поднимаем, обратно опускаем и еще 4. Но желательно надо постараться сделать это непрерывно. Поднимаем, опускаем.
попробуем. Вот отсюда, да? Да. Так. Да. Ну, на самом деле уже неплохо. Но вот вообще у нас в музыке, да, когда мы занимаемся с детьми, я всегда говорю детям, ну и многие педагоги говорят детям, что если что-то у тебя получается не очень хорошо, надо попробовать это сделать медленнее. То есть если ты попробуешь это сделать медленнее, оно, конечно, получится, со временем это можно будет сделать быстрее. Поэтому вы сейчас сыграли даже быстрее, чем я. Вот, можно попробовать это сделать помедленнее, спокойно, да, чтобы все получилось. Слушай, ну, тем не менее, было Так, неплохо. давайте. Давайте еще раз, чуть помедленнее. Да, уже лучше. Отлично. Вот, ну теперь, я думаю, мы можем даже попробовать сыграть какую-нибудь мелодию. Да, давайте. Да? Я предлагаю вам сыграть мелодию из известного фильма «Интерстеллар», потому что она довольно несложная. Несложно. Несложно, и получится ее сыграть. Так, давайте я сначала покажу вообще, как она будет играться у нас здесь, да? Как ее как бы, хорошо было бы сыграть. Вот, у нас тут есть мелодия в одной руке, а в левой руке мы будем играть гармонию. Вот. Ну и так далее, да, там повторяется эта мелодия. Красиво так. Да. Для начала мы, наверное, выучим одну руку, потом посмотрим другую. Давайте. Да, это, кстати, очень сложно вот всегда. Для меня вот я всегда поражаюсь, как музыканты играют параллельно на двумя руками, да? Ага. Так. А иногда бывает еще и 6 палочками. 6 палочками. Для начала давайте мы вот левую руку, да, выучим, чтобы нам с педалью, потому что педаль сменяется именно вот у нас по левой руке. Нам нужно сначала сыграть нотку фа, потом соль, потом ля и потом соль. А мелодию давайте я вам просто вот, я сыграю пока мелодию, чтобы вы могли ориентироваться. Хорошо. Я Так, просто- и педаль вот, всегда... да, на каждую, вот вы сыграли фа, педаль опустили, Ага. потом на соль, ну, на соль сменяете, соль играете. Да, только вот нужно сначала педаль опустить, а потом сыграть. Ну или одновременно как бы это сделать. Да, а потом обратно соль. Вот, обратно, вот эта нотка. То есть у нас вот здесь Раз, ходит два, три. туда-обратно. Раз, два, три. Раз. Нет, и 4. Ага, раз, два, три, 4. И все, и потом раз, два. Раз, два, Три, 3, 4. 4. Раз, два, 3, 4. Давайте я, наверное, сыграю отдельно, а то я отдельно не показал, как Так. оно будет. Вот. Это партия нашей левой руки. Так, попробуем. Да, давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Неплохо, да. Можно просто отпускать педаль побольше наверх, потому что ну, она не до конца глушила, и все равно они как бы гудели. Но неплохо. Давайте еще раз попробуем. Не до конца наверх. Да, нет, вы не до конца наверх опустили, нужно побольше, побольше отпускать наверх. Вот, хорошо, уже неплохо. Давайте теперь попробуем, да, партию правой руки сыграть. Так. Ну и педаль у нас здесь будет, соответственно, так же. Так, сразу, если что говорю, у нас мелодия здесь, пульсация идет трехдольная. Раз, два, три, раз, два, три. Ну, вот просто, да, в музыке у нас бывают разные там ритмы, пульсации. Здесь трехдольная, наверное. Здесь мелодия. Здесь у нас педаль сменяется тоже вот с каждой вот этой ноткой, которая поднимается, да, наверх идет. И мелодия идет как? Она всегда идет от какой-то ноты вот к этой, к ми. Вот нотную грамоту не знаете, да, наверное? Нет. Вот. Ну, объясняю, ладно, да, что вот эта нотка после вот этих двух ми. Мелодия всегда идет вот, начиная вот с этой ноты, тоже нужно сориентироваться, да, посмотреть, что находится она вот между тремя вот этими здесь
начинается отсюда. Потом следующая по порядку. Потом сюда. И дальше. Ну, довольно несложная мелодия. Давайте попробуем теперь правую руку отдельно сыграть. Так. Ля, ми, си, Так. да, до, ми, да, ну там тоже так же 2 раза тоже. Ре, ми, ре, ми. И вот си, да, бывает. Дальше опять. И сначала. Так, давайте-ка еще раз. Давайте. Так. Да. Ну, и потом она повторяется, да? Ага. Идет. Вот теперь наша задача попробовать соединить правую и левую руку, да? Так, попробуем. Попробуем. Можно это сделать, да, медленно сначала, попытаться просто, чтобы у нас попали все ноты. Так. Да, вот. Все, запуталась. Ага. Ну, это уже довольно неплохо. Ну, то есть, начало было, да? да, начало было. Так, Вот. хорошо. Ну и, конечно, спустя какое-то время, там, да, позанимаясь, это будет все лучше и лучше. Там, конечно, если заниматься с педагогом, он может подсказать там что-то еще, то ну, тут можно и педаль там получше сменять. Ну, это уже довольно неплохо. Да. Вот, я согласна. Главное вот сесть и... Усидчиво, да, заниматься. И добиться своего, да? Ага, Ефрем, какие у вас дальнейшие планы, что вообще планируете? Не знаю, ну, уже с музыкой, наверное, по жизни, да? Ну, я думаю, что да, скорее всего, с музыкой я уже по жизни планирую, хочу и обучение свое дальше продолжать, закончить институт, возможно, потом поступить в ассистентуру, аспирантуру закончить, заниматься также педагогической деятельностью дальше, исполнительской, выступать, ну, жить музыкой. Мне это нравится, мне нравится вообще ударное дело в целом, все инструменты. А вот если, что касается самого вибрафона, да, вообще насколько интерес, вот вы преподавательской деятельностью занимаетесь, насколько люди, дети заинтересованы вот в этом инструменте конкретно? Ну, вибрафон, конечно, нравится детям, даже все дети, когда первый раз видят, сразу хотят побаловаться, там, да, попробовать вот что-нибудь там. Палочками. Да, потому что очень нравится звучание вот это интересное, необычное, да? Да, очень красиво. Очень напоминает там из советских детских мультиков тоже вот это. Поэтому детям очень нравится. А вот в плане, как заниматься, учиться, конечно, там, ну, в зависимости от ребенка, кому-то нравится учиться, заниматься, кто-то просто побаловаться любит на инструменте. Поэтому, ну, вообще вибрафон нравится, да, инструмент многим. Побольше, чем какие-нибудь шумовые инструменты. Ну что ж, я бы хотела пожелать, чтобы как можно больше людей узнавало, чтобы как можно больше новых инструментов появлялось, да, вообще в нашей жизни. Вам спасибо за такой интересный мастер-класс, за общение. И, конечно, хотелось бы попросить вас, да, напоследок сыграть нам что-нибудь ваше любимое, может быть. Вам понадобится 4 палочки. Мне понадобится 4 палочки. Так, пожалуйста. Классический, стандартный вариант. Я хочу сыграть произведение Дэвида Фридмана «Полночная звезда».